Тимур Асанбеков и его команда. Семья – это самое главное, у любого человека нормально. Он у нас такая вот основа. Он наш фундамент нашей семьи. И он это знает, и мы все это знаем. Чем крепче, чем лучше себя чувствует фундамент, тем комфортнее чувствуем себя мы. Это вот наш офис, где работают наши сотрудники. Можете посмотреть, здесь сидят вокруг все наши аспиранты, студенты московских вузов, которые проводят огромную здесь работу. Только в Москве более 200 тысяч наших сограждан, которым мы хотим понять, кто где работает, кто чем занимается. Это определенная база данных. Здесь доступ свободный, люди приходят. У каждого менеджера здесь сидящего есть определенная группа людей. Соответственно, они собирают реальную информацию. В семье общаемся на «вы». Мне отец говорил, если дома с друг другом на «вы», на улице тем более. На Средней Азии к старшим всегда же поклон, уважение. Вот этот принцип у нас очень жестко закладывается. Мои дети выросли в более такой благополучной обстановке. Я пытаюсь их немножко делать попроще. Попроще быть, проще жить. Правда, сыну немного жесткости показывает. Все-таки он мужчина. Дочку балует. Она же выйдет все-таки замуж, пойдет в другую семью. Пусть побалуется у себя дома. Мне кажется, папа еще очень добрый у меня. Кого папа поругал, там, кого за двойки побил. А у меня папа совсем другой. Можно сказать, больше так не делай, если хорошее настроение, и все. А если плохое настроение, то, не знаю, вроде такого еще не было. Когда люди приходят, они обездолены, им хочется открыть дверь, чтобы они себя почувствовали такой личностью, что их готовы слушать. Они же деморализованы немного, да, этот быт сложнейший. Человек пока ехал сюда, он столько трудностей переживает. Поэтому мы хотим дать им уверенность в вопросе легализации. Им дать силу, волю, видя этот центр, говорит, есть защитник, хотя бы в вопросах гражданских позиций. Ну и это и дает ему уверенность. А уверенность только открытость можно обеспечить. Вообще дом должен наш по обычаю принадлежать тому, кто смотрит за родителями. В принципе, я должен был жить с матерью в деревне. Но так как я по жизни состоялся здесь в России, смысла не было себе там реализовать. Без помощи от нас там сложно. Сейчас экономическая обстановка и все социальная обстановка. Мы помогаем, поддерживаем. Наш племянник живет, у него дети, внучата рядом. Я думаю, мама довольна. Сеть, социальная сеть, портал, называется «Граждане Киджи». Мы хотим здесь озвучить все проблемы, которые сегодня накопились. Хотим понять, как найти выход с данной ситуации. Хотим получить отклик. Для этого создан этот центр. Мы общаемся, приглашаем сюда многих видных политиков, финансистов, общественных работников, историков. И в итоге этот центр даст ту истину, которую направит страну на нужное русло. Вот эта фотография называется «Хозяин гор». Это мое детство. Родился в ауле. На мне одежда, которая сшита вручную моей бабушкой. Наверное, скорее всего, не поверят мои дети, внуки, что я вырос в таких условиях. С того момента, как мы объединились, много произошло. Революция, которая у нас дома происходит. Приезжали политики. Мы хотели любого поддержать. У нас, говорят, чака саптолса, мы готовы поддержать. Но, к сожалению, ситуация такова, что нет политической элиты. Они похожи на тот табун, который бегут к обрыву. Ничего конструктивного не предлагает. Народ – это и есть власть. Народ и есть государство. Когда буквально полгода назад сказали, говорит, ребята, давайте мы объединимся. Надо мной смеялись. Да не получится у кыргызов этого. Получится, я вам говорю. Мы сегодня в Москве вместе сидим. Мы хотим презентовать себя, что мы можем объединиться. Будем объединяться, это и есть сила. Еще и фотки у меня вот со своими сослуживцами. Получил медаль за отвагу. Стараюсь забыть все тяжелые моменты. Нужен мир. Там, где мир, позитив, и там экономика. Люди радуются. Я видел, когда вот на БТРах, на военных машинах проезжаем, афганские дети голодные, вот, тушеночки, перловки кидаешь. Это страшно. Мне хотелось, чтобы многие не знали, что это такое война. И вот женился, вот, дочь моя, взял коляску, там, книжки с собой. Ничего так, с 2 детьми учебу закончил. Учеба – это и есть как раз та база, которую закладывает основу человека жизни.
А тут мои дети. Они безумно любят друг друга. Я стараюсь как бы не давить на них. Они должны быть счастливы, что есть папа, смотрит за ними, переживает. Иногда их вожу на родину, показываю, есть другая жизнь, другие взаимоотношения. Пока мне удается с ними держать общение. Мой позыв – голосуй сам за себя. Я имею в виду, это твои близкие, твое будущее. Государство – это и есть народ. Государство – это и есть каждый гражданин любой страны. Поэтому лозунг «голосуй сам за себя» – оно и есть истина. Проблемы мира во многом схожи, то, что сейчас происходит у нас в стране. И если мы найдем в формате «давайте посоветуемся истину», я думаю, мы многим поможем.